Сейчас мы посмотрим, каким образом в Excel производится копирование формул, и заодно узнаем, какие бывают типы ссылок. Итак, первое, что мы сделаем в нашей вот такой таблице, это посчитаем столбец стоимость. У нас есть цена, у нас есть количество, стоимость мы найдем, умножив цену на количество. Далее, для того, чтобы не вписывать формулу в каждую строку для каждого типа товаров, мы просто эту формулу протянем вниз. Формула у нас выглядит вот таким образом. Ячейка B9 умножается на ячейку C9. После того, как мы формулу протянули, она автоматически поменялась в рамках той строки, на которую была перетянута. То есть на следующей строке уже B10 умножается на C10 и так далее. Этот тип ссылок называется относительной и записывается стандартным образом. То есть первоначально любая ссылка в Excel относительная. Но бывают ситуации, когда нам нужно закрепить какую-то конкретную ячейку, чтобы она при протягивании формулы не менялась. Мы сейчас посчитаем размер скидки 20%. Для этого мы умножим стоимость на вот эту скидку 20%. Однако, как мы помним, при протягивании ячейки вниз формула также протягивается вниз. То есть, если в первом случае мы умножали на ячейку B6, то при протягивании формулы эта ячейка у нас уехала, и теперь это B7. Нас это не устраивает, значит, нужно что-то сделать. Делается это следующим образом. Мы выбрали стоимость, далее мы выбираем ячейку B6, и эта ячейка у нас меняться не должна при протягивании формулы. Поэтому мы нажимаем F4, и наша формула меняется. Точнее, не вся формула, а только лишь последняя введенная ячейка. Из стандартной B6 она превращается вот в такую. Ссылка эта называется абсолютная. И вот эти значки доллара обозначают, что ячейка закреплена. Посмотрим, как это работает. Протягиваем формулу. И видим, что вот в этой 14 строке у нас стоимость берется из D14, все правильно, и умножается на ту же ячейку B6. То есть во всех ячейках вот этого столбца E мы видим вот здесь значение B6, оно не поменялось. Таким образом работает абсолютная ссылка, сохраняя ячейку, которую мы закрепили, и не давая ей изменяться при протягивании формулы. И третий тип ссылок, называется это ссылка смешанной. Бывают ситуации, когда нам нужно закрепить не целиком ячейку, а только лишь столбец или строку. Вот, например, как в этой ситуации. Посчитаем размер скидки 30%. Для этого мы умножим стоимость на скидку 30%. Но мы будем сразу помнить о том, что далее мы эту формулу протянем как вниз, так и вправо, чтобы получить скидки 40 и 50%. Поэтому, если мы оставим вот таким вот образом D9, при протягивании это будет уже не D9, она тоже протянется и станет E9. Нам это не подходит, нам нужно закрепить E9. Если мы нажмем F4 и сделаем эту ссылку абсолютной, нас это тоже не устроит, потому что при протягивании куда угодно на любые ячейки это всегда будет вот эта ячейка D9. Нам же нужно, чтобы был закреплен только столбец D, то есть это было D9, D10 и так далее. Поэтому мы еще раз нажимаем F4, видим, что значок доллара остался перед девяткой. Это означает, что закрепилась 9-я строка. Это нам тоже не подходит. Мы должны закрепить столбец. И нажимаем еще раз F4.
Вот теперь у нас будет закреплен только столбец D. Если мы нажмем F4 еще раз, то мы снова вернемся к относительной ссылке. Ну, нам нужно вот таким вот образом. Далее умножаем это на размер скидки, который требуется у нас для этого столбца, это 30%. И опять же помним о том, что мы будем протягивать эту ячейку сначала вниз, то есть нам нужно, чтобы здесь она у нас вниз не поехала. Это значит, мы должны закрепить шестую строку. А столбец мы закреплять не будем, потому что далее формула пойдет направо, и здесь она тоже протянется направо. Сначала на 40, потом на 50, что нам, в общем-то, вполне подходит. Поэтому мы нажимаем F4 два раза и видим, что в первом компоненте формулы у нас закрепилась стоимость по столбцу D, и во втором множителе у нас закрепилась шестая строка, в данном случае это столбец C. Нажимаем Enter и смотрим, как формула сработает. Протягиваем вниз и протягиваем вправо сразу на два столбца и выбираем любой столбец и проверяем, как сработало. Мы выбрали ячейку F12. Стоимость подставилась из ячейки D12, все верно. Скидка подставилась из ячейки C6, тоже все верно. Смотрим, как сработала скидка 40% на примере ячейки G10. Стоимость подставилась верно из ячейки D10. И видим дальше, что скидка уже переместилась. Это уже не 30, а 40%. И ячейка D6. И точно так же мы видим в последнем столбце, например, ячейка H15. Стоимость подставилась из столбца со стоимостью, и скидка подставилась из нужной ячейки. Еще раз повторим, как мы этого добились. При указании ячейки со стоимостью мы закрепили столбец, и теперь при протягивании формулы в любую сторону это значение будет изменяться только в рамках столбца D. Столбец ни при каких обстоятельствах здесь не поменяется. И во втором множителе мы, наоборот, закрепили шестую строку. То есть, куда бы мы эту формулу не протягивали, будут меняться ячейки. Они у нас не закреплены, но шестая строка всегда будет оставаться шестой строкой. И последнее, что мы можем сделать, это просто скопировать формулу стандартным способом. Нажимаем Ctrl-C, Ctrl-V. Видим, что формула у нас поменялась. Было D9E6, стало D9F6. Потому как при таком стандартном копировании формулы срабатывают точно так же, как при протягивании. Для того, чтобы формулу скопировать, мы выделяем ее в строке формул, нажимаем Ctrl-C, затем вставляем ее в нужном месте. Теперь мы видим, что формула одинаковая в двух ячейках. Этот урок – часть курса по изучению табличного редактора. Записаться на курс вы можете на сайте sreda31.ru.